Это теперь не машина, а скорее груда металлолома, скомканная, разбитая. Кадры страшной аварии в глобальной сети разлетелись мгновенно. «Лада Веста» и «Газель» столкнулись на трассе Очелуки-Назрань. Один человек погиб, другому чудом удалось выжить. Он находится в больнице. Словом, это не единственное ДТП за месяц. Сразу 13 человек после аварии эти праздники проведут на больничной койке. 7 мужчин, 5 женщин и 2 детей. Отделение скорой специализированной медицинской помощи, пожалуй, ядро больницы. Слабонервным работать здесь явно не стоит. Ежедневно врачи становятся свидетелями самых страшных аварий, виновники которых в основном лихачи на дороге. Буквально недавно поступили из-под ДТП, брат с сестрой умерли. Вот нам самим очень тяжело наблюдать за этим, поэтому хотелось бы призвать водителей быть осторожными на дорогах, так как нам тяжело наблюдать, как молодые ребята губят свою жизнь. Только в травматологическое отделение за день поступают более 100 человек, половина из которых после ДТП. Нарушая правила дорожного движения, водители пренебрегают своими и чужими жизнями, визг тормозов и удар. А далее крики и слезы в глазах родных, близких, которые потеряли достойных сынов. Разве это не повод задуматься, особенно в такой священный для всех мусульман месяц? Сахацелелыш, без мархи бухт больги хош, лишние хамаш целелдеш, хозвей хамдадахария бухчах балар лоур сончах. Дальше ирз яту болж, могж мерши болж, я без мархи бухт юху боал вейн, бей масва мерши болж. Кекш нахак дехардасы, я мархаш дастычхана, неах дог дух дуациш, швейц эгар, дейну аной дог дух дуациш, швейц халхетер худ дуациш, швертиг лелер, цар аварицер, цар нахцелос бар, с дехадара. Дехардасы кекш нахак, занк сабр, что нох болж мулативен, занк сабры хала. А ханцхуняк делчхан, что сыхл уже сейчас чай, а машинаш? Бомба. Ну, шортик делает, я сгабу. Газ в пол, неосторожность, скорость. Уложить стрелку спидометра все равно, что покончить жизнь самоубийством. А тот, кто решил поднажать, должен помнить одно. Стоит ли лишние 5 минут ожидания бессмысленного драйва и неоправданного риска? Только за 4 месяца этого года в Ингушетии зарегистрировано 43 ДТП, в которых погибло 13 человек, 69 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось на 45,5%. Число погибших в них людей снизилось на почти 43%. И по числу раненых в них людей произошло снижение на 49,3%. Хоть показатели и пошли на спад, упущенное наверстывается ценой человеческих жизней, причем каждый день. Не редкость ДТП с участием детей. Их за 4 месяца зарегистрировано 5. К счастью, никто не погиб, но пострадало 7 несовершеннолетних. За этими цифрами горькие слезы, сломанные жизни и несбывшиеся надежды. Колесо фортуны вращается по сей день, независимо от того, что сейчас священное время. Конечно же, хотелось бы, чтобы наши жители, не только в наш священный месяц Рамадан, и всегда соблюдали правила дорожного движения, понимали о том, что мы должны в первую очередь понимать ту меру ответственности, которую мы сегодня несем. То есть наше сегодня нежелание или же некоторые ошибки в правилах дорожного движения, которые мы считаем, что она может привести ни к чему страшному, к сожалению, приводит к тому, что мы теряем наших близких людей. Просьба быть самообладательным человеком, соблюдать правила дорожного движения и в коем случае их не нарушать. Так или иначе, бесконечные призывы, сводки новостей и горькая статистика мало кого удивляет и может вразумить. Однако прежде чем завести мотор, достаточно просто задать себе вопрос, окажется ли это путешествие последним. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.